Я хотел бы озвучить крик души, да, жителей Якутии. Вот у нас осенью было очень сильное, существенное повышение стоимости за бензин, за дизельное топливо. Например, сегодня литр дизельного топлива у нас в Якутске стоит 84 рубля, а где-нибудь в Тиксе там 105, да. Ну, конечно, в таких условиях жить становится очень сложно, да, и поэтому мы у себя там в Народном фронте провели встречу с представителями топливных компаний, ну и спросили, почему так дорого. И, в общем, они попросили озвучить следующее, да. Мы же покупаем сезонно топливо, завозят сюда, потому что, ну, есть реки, там множество переправ и так далее. То есть покупается это во время зимника и, соответственно, во время навигации рабочей. И в эти периоды на бирже всегда возникает ажиотажный спрос, да, и доходит до того, что весь объем, ну, производимый объем скупают так называемые перекупщики, трейдеры, да, ну, у которых есть достаточные средства, чтобы это делать. И потом эти же трейдеры нашим вот этим нефтяным компаниям продают еще дороже, чем это было на бирже. То есть, получается, люди делают, ну, из воздуха деньги, а в итоге мы эти расходы оплачиваем просто мы, вот, автолюбители, там, ну, те люди, кто живут там. И вот здесь я хочу вам, ну, предложение озвучить, чтобы каким-то образом нужно ввести фильтры. Допустим, на бирже должны участвовать, ну, конкретные игроки, которые как бы занимаются, ну, реализацией топлива, у которых есть сеть АЗС, у которых есть какая-то розничная объемы розничной продажи, да, а не просто там, ну, какое-то юрлицо, которое просто, ну, как бы имеет деньги. И тогда было бы более какое-то справедливое, ну, как бы распределение, потому что, ну, видно то, что очень многие люди сегодня уезжают там в теплые, ну, регионы, да, а на севере тоже кто-то должен жить, осваивать эти территории и так далее. Вот мы-то не хотим уезжать, но как-то навстречу бы тоже нам пойти. Спасибо. Спасибо. Ну, коллеги, тут вопрос региональной энергетики, понятно, в Якутии будет всегда дороже, потому что транспортное производство топлива находится в других регионах, и транспортные расходы выше. Ну, плюс это, скажем так, мало участников, и нет конкуренции должной, а может быть ее ограничивают, в рамках Северного завода. Межтопливной конкуренции нет. Кто сегодня запрещает производить СПГ и переводить транспорт на СПГ для того, чтобы дать альтернативу? Это будет дешевле, чем завести солярку, в 2 раза дешевле. Но почему-то и месторождение газовое есть, и установка монтажного производства СПГ есть, но никто не производит СПГ, никто транспорт не закупает и не переводит. То есть тоже недоработка регионального правительства в этом плане. А по всей стране сегодня монтажи и заправочные комплексы строятся, заводы строятся. Почему в Якутии не строятся? Там своя ресурсная база, свой газ есть. Поэтому здесь вопрос такой комплексный. Касается... Что можете порекомендовать нам, что делать? Работать в этом направлении, работать все вместе.